Мы 6 лет на рынке, и за последний месяц мы продали 14 тонн продукции. Бизнес-акселератор Ингушетии подводит итоги программы роста бизнеса. 15 руководителей и основателей компаний из Ингушетии работали над развитием своих проектов в бизнес-акселераторе Ингушетии, созданном на базе Академии цифрового развития образовательного проекта группы «Софмар» мецената Микаила Гуцериева. Обучение длилось 3 месяца. Команды работали под руководством опытных трекеров, наставников, которые помогли им вывести свои бизнес-компетенции на новый уровень. Сейчас финальная презентация работы команд. Две основные проблемы в этом сегменте. Это неквалифицированный персонал, низкая квалификация и компетенция этого персонала, текучесть его, соответственно, что влияет на эффективность и производительность труда, и сложность с выбором средств для уборки и гигиены, потому что их слишком много на рынке и присутствует, к сожалению, много контрафакта. Контрафактный продукт плюс некомпетентный персонал – это всегда угроза порчи имущества. За 3 месяца участники прошли диагностику проектов, определили цели на акселерацию, получили консультации от экспертов по маркетингу, продажам, формированию команды. В программу были включены занятия по освоению практических инструментов, необходимых современному предпринимателю. Одна из основных наших задач как акселератора – это на самом деле помочь людям проверить какие-то свои гипотезы в ускоренном режиме. Собственно, акселерация как раз ускорение. Да? Вот. Это позволяет им не тратить деньги, не тратить время, быстрее развиваться, быстрее привлекать финансирование и учиться новому. Программа роста бизнеса рассчитана на предпринимателей, основателей компаний, топ-менеджеров и управленцев разного уровня. Один из презентуемых проектов «Сердал» – это онлайн-платформа для репетиторов, основатель Эльберт Азиев. Его команды не просто представляют платформу для репетиторов, но и помогают перенести все практики офлайн в онлайн. Делится, чтобы акселераторы получил бесценный опыт. Получил вообще представление о том, как строить бизнес, как выводить продукт на рынок. До этого никакого представления не было. Вообще, в целом, такая картина сформировалась в голове. И очень рад, что у нас вообще в республике появилась наконец-таки возможность для бизнесменов, особенно для начинающих. В рамках программы на протяжении 3 месяцев участники разбирали вопросы стратегии роста бизнеса, описания бизнес-моделей, учились формулировать и проверять гипотезы, оценивать рынок и конкурентов. Химия, разработка, служба доставки, юридическая поддержка, обучение. Членам жюри предстоит выбрать лучший из 15 проектов. Стараемся найти личный подход к каждому, помочь, разобраться, подсказать, поддержать. Учим людей. Если мы говорим про бизнес, если мы говорим про предпринимателей, здесь мы скорее стараемся помочь людям осознать, что такое предпринимательство. Да? Условия создаются сознательно максимально жесткие, максимально соответствующие реальной жизни, потому что бизнес – это на самом деле сложная вещь, это скорее призвание. Образовательный кластер организован для жителей Ингушетии и Северного Кавказа предпринимателем и меценатом Микаилом Гуцериевым. Участником программ Академии цифрового развития может стать любой желающий предприниматель, прошедший экспертный отбор. Цель программы роста бизнеса – придать импульс развитию предпринимательской среды в Ингушетии, дать каждому возможность построить успешную жизнь своими силами. Каждый из участников делится своими достижениями после прохождения программы бизнес-акселерации. Мероприятие, разработанное во время прохождения программы, позволило нам не только повысить свою узнаваемость, но и выйти на рынок СКФО, где мы уже получили первых клиентов. Помимо этого мы получили крупного клиента в Москве, что, на наш взгляд, свидетельствует о том, что программа эффективна и мы способны успешно вести бизнес. Предприниматель и меценат, основатель группы «Софмар» Микаил Гуцериев подчеркнул, в рамках бизнес-акселератора никто не управляет бизнесом участников программ. Приглашенные эксперты и опытные предприниматели дают знания и методики, как запускать и управлять своей компанией. Но успех зависит только от них самих и от того, насколько они упорно и правильно применяют полученные навыки. По мнению жюри, лучшим проектом и победителем финала программы развития бизнеса признали работу основателя компании АРМ Ахмеда Мархиева.
Киева. Лучшим финалистом по итогам зрительского голосования стал основатель компании «Сердал» Эльберт Азиев. Диана Тударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.